10 километров от МКАД, Подольский район, самозахваченные поля в пойме реки Пахры. Фермер Валера, кореец из Узбекистана, полгода как гражданин РФ, не очень-то рад гостям. Устраивает так? Все, сняли крупный план. С первого раза накрыть Валерин лагерь не удалось. Об операции зачем-то была предупреждена районная милиция. В итоге за полчаса до нашего появления все население рубероидных бараков куда-то исчезло. Костры еще тлели, еда дымилась, а людей не было. Спустя 3 дня, уже безо всяких предупреждений. Куда побежал? Иди сюда! Стоять! Вон побежали, да? Эй, выходи, дорогая. Кризис сильно перепахал рынок труда, в том числе и нелегального. Среди ушедших в поля и многочисленные строители с замороженных московских строек, и подпольщики-цеховики, не нашедшие сбыта своему контрафакту, и оставшиеся неудел обитатели закрытого Черкизона. Вот, скажем, эта женщина много лет торговала там бижутерией. Эй! Утонешь! Утонешь, ну куда ты? Потерявшим насиженные места приходится все начинать с нуля. Снова жизнь в жутких условиях, снова обещания вместо зарплат и унижение со всех сторон. Но одна мысль о том, что все это может закончиться и впереди депортация, приводит этих людей в отчаяние. Слушай, ну у тетки истерика, надо вытаскивать, утонет же, не дай бог. Ханой, Пекин. Не понимаем. Сортировка тех, кто не успел удрать. Дальнее зарубежье направо, СНГ налево. На одном только поле свыше 250 нелегалов. На всех 3 миграционные карты, просроченные, 1 разрешение на работу, поддельное и ни одного паспорта. Перспектива тех людей, у которых нет паспорта, это помещение в спецприемник. Что такое помещение в спецприемник? Фактически та же тюрьма. То есть пойдут документы, запросы, ваше посольство. Посольство будет давать запрос по вашему месту жительства, то есть устанавливать вашу личность. Кто впервые попался, испуганно слушают. Те, кто поопытнее, спокойно дремлют, прекрасно зная, чем дело закончится. Появился Валерий, тот самый плантатор, который 3 дня назад уверял, что один спит на 300 матрасах и один пашет на 100 гектарах. Кстати, за месяц заработал себе на новую Toyota Camry. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Для меня это не доброе, наверное. А вы хозяин-то, да? Да. Ваши трудоголики. Это обязательно снимать надо, да? Ну а как же? Да? Ну хорошо. Содержите нелегалов, нехорошо. А как иначе быть? А иначе не получается? Нет, не получается. Ничего иного, кроме как содержать людей в скотских условиях и драть с них по 3 шкуры, ему даже в голову не приходит. Говорит, так сложился рынок. Якобы иначе выиграть конкуренцию в наши дни невозможно. Рассказывает узбек Гани, агроном по профессии. В одном автобусе нас привозят по 150 человек. На ногах стоим. Даже иногда дышать вот невозможно бывает. Разъезжавший по кишлакам вербовщик обещал ему зарплату $600. Когда приехали в Подмосковье к Валере, оказалось, что это не за месяц, а за сезон. Насильно заставляют работать. Некуда идти, паспорт не дают. Дорогу не знают. Это не рабство, это хуже рабства. А вот вьетнамец Лонга Чу не жалуется. Ему все лучше, чем в родной деревне в 300 километрах от города Хошимина. Там, как победили американцев, так больше и не видели наличных денег. У нас не похожая Россия. Россия платит деньги, у нас нет. Мы получаем рис. Вы получаете зарплату рисом во Вьетнаме? Да, рис, да. Окраина Подмосковья, Серпуховской район, заливные луга Оки. Размах овощного бизнеса с высоты птичьего полета. Под нами, пожалуй, самая длинная грядка на свете, имеющая все шансы попасть в книгу рекордов Гиннесса. 18 километров огурцов, кабачков, капусты и зелени. Все взращено трудом нелегалов. Они на поле прям косят ее ножами, чистят. И потом за килограмм? Да, готовая продукция получает 5 рублей. Итак, килограмм зеленого лука, петрушки или укропа вырастить, собрать, связать в пучки, промыть, разложить по пакетикам с названиями несуществующих фирм. За все про все батрак получает 5 рублей. Рабовладелец накручивает сверху еще 95 и тут же на поле продает товар экспедиторам торговых сетей. На прилавках супермаркетов эта зелень будет стоить уже 200-250 рублей за килограмм. Вот у вас номера-то, это какой регион? Ростов-на-Дону? И вы из Подмосковья везете зелень в самый плодородный регион? Что делать?
Кто бы мог подумать, что благодаря кризису и хлынувшей на поля дармовой рабсиле Подмосковье за один сезон превратится в крупного поставщика овощной продукции. По 2 урожая за лето теперь собирают там, где местные жители не могли собрать и одного. Нашим платить надо, а те приехали, пожалуйста, мне надо 300 рублей заплатить, а ему и 150 достаточно. Они отнимают у нас работу кругом. Вы ведь бывшая колхозница, да? Да. А где работали, в поле или на ферме? И на поле, и на ферме. А сейчас где? Нигде, дома Вот, сидит. работаю. А как вы считаете, хорошо, что они на этих полях работают или плохо? Я считаю, Я они считаю- отнимают у нас работу. Я считаю, хорошо, пусть работают, пусть зарабатывают. Вокруг в старинных русских деревнях уже чуть ли не 3/4 населения гастарбайтеры. Устраиваются как придется, питаются всем, что движется. Живут в немыслимой скученности под неусыпным оком всевозможных местных инспекций и администраций. В мае был 12, сейчас 44, вот видите, 4 раза больше. 10 человек убежало. Хозяева сельских ночлежек ездят на «Мерседесах» и, согласно восточным традициям, предпочитают от закона откупаться, нежели его соблюдать. Редкий нелегал, будучи увезенным в милицию, пробудет там больше часа. Основная трудность, допустим, с выдворением, это у многих отсутствуют документы. Так это наоборот прямая дорога, если нет документов. Дело в том, что для того, чтобы рассмотрели его в суде, он должен быть установлен, что это гражданин тот, именно который есть. А, то есть потерял документы и вообще делаешь, что хочешь? Нет, почему? Меры принимаются. Но вернемся к рабовладельцу Валерию и его 250 батракам. Вот спустя 10 часов сидения на поле их, наконец, грузят в автобусы и везут в районный околоток. Впереди, как нам было официально объявлено, кропотливейшая процедура установления личности, фотографирования, дактилоскопирования, сверка с милицейскими картотеками и информационными базами посольств. Ну куда ты пошла-то? Иди сюда. Закрывай! А вдруг среди задержанных есть беглые грабители, насильники, да мало ли кто? Сделав вид, что уехали в освояси, мы на самом деле решили незаметно проследить, как будут развиваться события. Двор Подольского ОВД. Толпа нелегалов ждет, когда хоть кто-то ею займется. Час ждет. 2 ждет. Ничего не происходит. Совершенно верно, да. Проведена очень колоссальная работа, большой объем работы с сотрудниками участковой службы, оперативными сотрудниками. Проходит еще час. От толпы так и не установленных личностей одна за другой отделяются мелкие группки. Неужто в этих грузовиках их повезут в обещанный приемник-распределитель? А может, сразу на вокзал и депортируют из России? Да нет, конечно. В тот же вечер все 250 батраков вернулись к своему хозяину. Так вот, дело-то на этого гражданина-то завели? Да. А чем закончилось? Значит, в ходе следствия данный гражданин осознал свою вину, деятельно раскаялся, и что нам позволяет Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации на основании статьи 28 дело было прекращено за деятельным раскаянием. Где-то там, на другой планете, для гастарбайтеров существуют квоты, за наем нелегалов полагаются штрафы, за незаконное предпринимательство, неуплату налогов и организацию незаконной миграции могут даже посадить. Это где-то там. А здесь есть просто рабовладелец и есть те, кто с ним в доле.